эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Полпред ДФО Юрий Трутнев провел заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Расскажем, какие темы обсуждались. Со станции Намыв в Якутске начали курсировать суда на воздушные подушки. На сегодня в перевозках задействовано 15 судов, еще 5 на подходе. В горном районе на базе Бердигистяхской школы прошли региональные педагогические чтения с участием представителей Намского и Хангаласского районов. Полпред ДФО Юрий Трутнев провел заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Обсуждалось строительство судов грузового флота высокого ледового класса, в том числе планы по созданию новых судостроительных мощностей на Дальнем Востоке и модернизация действующей верфи в Санкт-Петербурге. Еще одной темой повестки стал вопрос приобретения и строительства судов дноуглубительного флота для Севморпути. Были представлены планы Минтранса по дноуглубительным работам и содержанию внутренних водных путей на реках Обь, Енисей, а также Лена, Яна, Индигирка и Колыма. Сегодня в Арктике реализуются крупные добычные проекты, для обеспечения которых к 2030 году потребуется дополнительно не менее 50 таких судов. Текущим портфелем заказов судостроительного комплекса «Звезда» предусмотрено строительство 26 судов транспортного флота для грузоперевозок по СМП. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин здесь очень четко давал указания о том, что надо строить у себя суда ледового класса и ледоколы и так далее, свои мощности возродить, восстановить. У нас в Якутии это Жатайская судоверфь строится уже, потихоньку должен эксплуатироваться. Это, конечно, не для этих судов, да, но для малых рек тоже нужно, потому что сегодня СМП, этот трансарктический транспортный коридор, должен уже работать в полном объеме. В связи с установившейся устойчивой теплой погодой и ухудшением состояния проезжей части приказом Упрдора Якутии с 20 апреля запрещен проезд сразу по 4 маршрутам сезонных дорог. Так, закрытый участок от Хандыги до поселка Джабарики-Хая автомобильной дороги Алдан в Тампонском районе. Ледовая переправа через реку Амгу на дороге Амга, участок от ПГТ Удачный до села Оленек дороги Анабар в Мирнинском и Оленекском районах, а также участок Сангар-Сите-Батамай-Булу с дороги Сангар в Намском и Кобяйском районах. Ну а между тем, с 18 апреля со станции Намыв в Якутске до поселка Нижний Бестях начали курсировать суда на воздушной подушке. На сегодня в перевозках задействовано 15 судов, еще 5 на подходе. Хивусы курсируют с 7 утра до 7 вечера, отправляясь по наполняемости. По мере увеличения светового дня время работы будет продлено до 20:00. Во время активного движения льда цена билета будет увеличена в связи с повышенным расходом топлива и необходимостью использования аэроботов. В этот момент воздушные подушки останавливаются, и тут вот эти боты. Они такие, мощь такая. Конечно, расход топлива у них очень большой, как на вертолете, выплевывает это топливо. Так, работаем, значит, с 7 утра до 7 вечера. Остается еще дежурный катер, опоздавшие люди после работы и так далее и тому подобное. И, дальше больше мы будем с 7 до 8 работать, пока народу мало. В селе Барагонцы забили первую золотую сваю многоквартирного дома. Строительство объекта ведется в рамках реализации мероприятий комплексного развития территорий и федеральной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Над строительством 58-квартирного дома работала компания «Дахсун», которая по данной программе в Усть-Алданском районе ввела уже 2 объекта. Событие долгожданное для жителей 18 аварийных домов. Поэтому они с радостью приняли участие в церемониальном мероприятии начала строительства своего нового гнездышка. Срок ввода в эксплуатацию дома 4-й квартал следующего года, то есть 2027 года. И надеемся, что дом будет введен в срок, и мечта наших жителей о комфортном, теплом и безопасном проживании удастся. И в первую очередь повысить качество их жизни.
С отличным результатом в Алекминском техникуме прошла всероссийская ярмарка по трудоустройству, где свои профессии представили более 10 организаций. Среди соискателей студенты, учащиеся, взрослое население. Подходили и те, кто вернулся со специальной военной операции. Надо отметить, высокий уровень организации. На ярмарку добирались из близлежащих сел. Многим помогли главы. В этот раз ярмарка вакансий смогла вместить всех интересующихся только в здании техникума. Интересные предложения были для разных категорий. Будут принимать участие где-то 16 организаций и работодателей. Кто-то новые есть сегодня, кто ранее не участвовал в ярмарке вашей, работодатели? Это значит аэронавигация, Якутлесресурсы, центральная бухгалтерия, авиавилиста и МЧС, пожарная служба. Посетители шли не только в поисках работы. Молодая мамочка хочет выучиться и получить права. Через Центр занятости населения можно получить водительские права, получается, по декрету. Есть такая поддержка, хочу узнать подробную информацию. У меня 2 деток, муж у меня в зоне СВО. Я жду, надеюсь, верю, что ты скоро выйдешь на связь. Мы тебя очень ждем, любим. Скорее возвращайся домой. Широкий выбор предоставляет и Алекминский техникум. Кроме основных специальностей, здесь можно пройти курсы. Да, это геология, это нефтегазовое дело, это транспорт, это электроэнергия, это лесное, сельское, рыбное хозяйство. И кроме этого у нас есть ряд краткосрочных курсов, которые тоже предлагаем нам, скажем так, чтобы получить быстро, качественно хорошую профессию. Это, например, аппаратчики гидрометаллурги, это сварщики, это водители большегрузов, это водители легковых автомобилей, грузовых автомобилей. Также мы сейчас начали обучение водителей автобусов. Люди по-настоящему заинтересованы в выборе. Специальность какую-то уже выбрали, определились? Да, я выбрал уже. По идее, нас уже и обучать должны, но на РГО должны идти работать. А вы надеетесь получить обучение, да? Да. Строиться на работу. Какую для себя вы видите работу? По специальности хорошо было бы. В этот день еще одно событие. Центру занятости 35 лет. Правильно выстроенная работа, которая в нашем центре занятости, нашим техникумом, с большими нашими партнерами, компаниями, которые у нас представлены в Алекминском районе, уже дало первые плоды. И очень много ребят с нашего техникума трудоустроилось. Также жители, которые трудоустраиваются. На сегодняшний день это очень большая потребность в трудовых специальностях данной компании. На сегодня это необходимая служба, которая многим помогает найти себя, определиться с новой профессией, найти свой путь. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Хангаласском районе прошел молодежный десант. 150 студентов Северо-Восточного федерального университета приехали помочь местным жителям. Добровольцы потрудились в Покровске, Махсагалохе, Булгунихтахе, Немигюнцах и Улаханане. Убрали снег и наледи, раскололи дрова, очистили от снега территорию памятника участникам ВОВ и даже снесли старое здание амбулатории в Улаханане. В завершении ребята встретились с местной молодежью, сыграли в волейбол в Булгунихтахе и посетили краеведческий музей имени Гаврила Ксенофонтова в Покровске. Жители Улуса поблагодарили добровольцев, отметив, что такие акции не только помогают людям, но и раскрывают потенциал молодого поколения. Основная цель, конечно, это помочь людям, чтобы ребята почувствовали какую-то благодарность, чтобы помогли семьям СВО, ветеранам, старикам, инвалидам, какая-то, чтобы социальная нагрузка была. И тот объем работы, который дает администрация населенного пункта, мы все стараемся выполнять.
В Якутии в рамках всероссийского проекта «Хранители истории» от движения первых стартовала новая программа «Серебряное кольцо». Теперь школьники и студенты республики будут не просто изучать прошлое, а самостоятельно проектировать авторские туристические маршруты по знаковым местам своего края. Проект включает в себя обучение основам исторического туризма, создание уникальных экскурсионных троп в районах и их цифровизацию. На памятных объектах установят QR-коды со ссылками на маршруты молодых исследователей. Кульминацией же программы станет двухдневный региональный слет в Якутске, где 40 лучших команд со всей республики сразятся в историческом квесте и защитят свои проекты. Мы пытаемся немножко поменять подход к изучению истории родного края у подрастающего поколения. То есть не только пассивное слушание лекций или чтение книг, но чтобы наши дети сами самостоятельно добывали информацию и научились использовать эту информацию, например, посредством составления вот этого историко-туристического маршрута. То есть, по большому счету, также мы еще и в какой-то мере оставляем свой след в туристическом изучении нашего региона, нашей республики. В Горном районе на базе Бердигистяхской школы имени Афанасия Осипова прошли региональные педагогические чтения с участием представителей Намского и Хангаласского улусов. В предыдущие годы такое мероприятие проводилось раз в 2 года, где педагоги обменивались своими педагогическими опытами с коллегами. В этом году приняли участие сразу 162 педагога. В течение дня были представлены доклады по различным направлениям образования. Педагоги работали в 9 секциях. Участники расширяют таким образом свои новые знания, приобретают практические навыки и повышают свое педагогическое качество. Основная цель наших чтений – это распространение педагогического и инновационного опыта педагогов. Как ранее говорили, что региональные педагогические чтения охватывают 4 улуса. Мы надеемся, что в будущем эстафетную палочку уже возьмут или Намский улус, или Хангаласский улус, или Кобяйский улус. Так что ждем. В Верхневилюйске прошел муниципальный этап конкурса «Учитель года». Участие в нем приняли 12 педагогов со стажем не менее 3 лет в течение 2 дней. Они продемонстрировали свое профмастерство и современные методики. В первый день конкурса учителя провели открытые уроки с детьми, а также прошли испытания педагогическое интервью. Отвечали на вопросы о своих методах в обучении. Во второй тур прошли всего 5, где провели мастер-классы перед экспертами, наглядно продемонстрировали эффективные приемы работы. Абсолютный победитель будет участвовать от имени района на республиканском этапе. Нас пригласили на судейство на завершающий этап конкурса, где мы судили 5 участников. Для меня лично понравился мастер-класс Афанасьева Николая Николаевича из Тамлыканской СОЖ. Очень интересный мастер-класс, связанный с проектированием домов, комнат или каких-то сооружений. И много интересного для себя узнал на этом мастер-классе. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.